у нас же вот было как бы соглашение с вами, да, что вы более 10% не будете устанавливать надбавку на социально значимые продукты питания от закупочных цен. Вот по этому соглашению просто решили промониторить, как бы особенно. Скачок цен на продовольствие заметен практически везде. Многие покупатели обвиняют предпринимателей в жадности. Сахар, песок, да, 420, 430, это не 10%, это 2-3% сколько. Вот. На многие товары у них наценка идет только 3%, 5%, 8%. Но с овощами вот у них более проблемно, потому что там очень много отходов бывает, они вот скоропортятся. Действительно, в этом магазине цены подскочили на 10%, и это по заявлению администратора, они сдерживают стоимость как могут. Например, килограмм бананов стоит 140 рублей, как и в прошлом месяце, вот только закупочная цена выросла почти на 40%. Если магазин приобретал этот фрукт раньше за 83 рубля за килограмм, то сейчас приходится раскошелиться уже на 138. Российская, не российская, везде и повсюду, от А до Я добавлены цены. Есть некоторые позиции, где еще не добавились и работают, естественно, по старым ценам. Естественно, там идет наличка. И, естественно, не каждый магазин потянет отдать долг и работать за наличку. Поэтому вот эти ситуации получаются очень критическими для многих магазинов. А на сколько процентов вообще изменилась цена? Цена, это не секрет, Средняя. это каждый знает, от 30 до 40% идет. Надбавки идут. От 30 до 40%. Но вы сейчас как работаете? Себе в убыток или все-таки получаете хоть какую-либо знаете, прибыль? Естественно, если вот на самом деле, возможно, не на самую, не на минусе мы идем. Я иду на нуле. У меня нет от этого прибыли и нет, потому что где-то я добавляю гораздо меньше, чем должна была добавлять, потому что я знаю кризис у людей была паника изначально, заканчиваются продукты питания, заводы типа не выдают продукцию. Естественно, но я думаю, деньги это не главное, главное, чтобы люди остались с вами. И сегодня я, возможно, пойду в убыток себе, но завтра эти люди придут и мне принесут эту прибыль в 2 раза больше. По факту цены должны были подняться лишь на импортные товары. Как мы видим, стоимость выросла и на продукты российских производителей. Чем это обусловлено, никто не отвечает, но видно, что на фоне ограничения внешних рынков многие необоснованно завышают цены на товары первой необходимости. Мы решили связаться с поставщиком и узнать их стоимость. Но производитель сам накидывает? لا نخيد كشوابو ضروري أتيات أو ما يخش فلا زي ماشي ني حيواني Ага. أتيات وكان أتيات ما يخش مواصفات. Эта торговая точка, как и еще 6 по городу, заключили соглашение с правительством о сдерживании цен. Предприниматели заверяют, что больше 10% на товары первой необходимости наценки не добавляют. В этот список входят мука, сахар, молоко, яйца, рыба, крупы, хлеб. Обойдя эти точки, комиссия убедилась, что цены не превышают установленных пределов. А вот в другом магазине, который договор не заключал, цены регулируют самостоятельно. Под внимание проверяющих здесь попали овощи. 60 рублей картошка стоит. Картошка 60 рублей стоит? Да, везде она такая. На 20% подняли цену? Нет, почему? Обычно 50. А вы, нет, а вы поспрашиваете, везде закупочная аргунир и йох. Там уже 60 стоит эта цена. Наша хозяйка поехала, она не купила ее, потому что она уже 60 стоит. Еще 3 недели назад картошка стоила 50 рублей за килограмм. Здесь стоимость выросла на 20%. Хлеб можно было купить за 18 рублей, сейчас за 22. Рост цен заметный. Насколько дороже обходится поход в магазин для покупателей сейчас? Сахар, да, очень дорого. И мука. А мясо вот как было, 400 рублей не подорожало. Ну, на продукты первой необходимости, в Ну, принципе, квартал, вот, хватает. например, до повышения вот 40 рублей, да, базовый квартал, 30 рублей, 18 рублей, хохвар. В целом в Карабулаке в большинстве магазинах и складах постарались учитывать трудную ситуацию для покупателей. Многие из них сейчас работают без прибыли с некоторых товаров, в надежде, что скоро все нормализуется. Сдерживают цены, чтобы попросту не терять свою клиентскую базу. А вот какая картина складывается в Нестеровском? Мы решили зайти в сетевой магазин. Мы проводим работу по мониторингу цен, например, допустим, мука. Еще
700, от 700 до 900 рублей за литр. Сегодня был внезапно всплеск цен, увеличение цен до 1500 рублей мешок стоит. А сейчас обратно, вот понемногу в результате проведенной работы и района, и правительства наши. Значительное снижение цен вали вышло обратно. Сейчас предело 1000 рублей. 900 рублей, 1000 Это мука, сахар, да? Или... Мука. Мука. Такая ситуация и по всем товарам первой необходимости валится. Рост цен затронул и крупный в России супермаркет, но и он не превышает 10%. В отличие от других торговых точек, сахар и мука здесь стоят столько же, сколько и месяц назад. Следующая точка. Здесь о ценовой политике мы поинтересовались у жителей. А может? 245 я хочу. 365, да? 365 рублей, да? Это 50%. На 40% выросла цена на молочную продукцию, и эти товары производятся в России. Сотрудники местной администрации интересуются, в чем причина таких изменений. 230 рублей, не вода бехкапзнул. Стуаби. Сегодня 340 рублей дадут сметана. Еруа 64 рубля бехкатуаба. 82 рубля дадут массу. Еруа 74 рубля бехкатуаба. 112 рубля дадут массу. 112 дадут, а 120 отдают. Мальчики дал хаусу за свой счет. Болу, что ажданта, водителя ажданта, цаблял, лапазель, заплатилась. После этого 8 рублей на цене. Такие массовые проверки проходят по всей Ингушетии. Ответственные лица будут каждый день мониторить ситуацию и предпринимать меры по сдерживанию роста цен. Но против предпринимателей, завышающих цены, пока нет мер административного характера, так как в республике товары в основном привозные, и их стоимость зависит напрямую от производителя. Зелимхан Галоев, Адам Гулоев, Магомед Дигов, Новости 24.